Уже 2 года эту новостройку на Петра Алексеева буквально трясет от происшествий. Виной всему гостиница, которая расположена на 3-м этаже. Отголоски жизни постояльцев порой слышны даже на самых верхних этажах. У нас много детей, ветеранов труда. Им покой нужен. А вместо этого они на нижних этажах слышат ор ночной, оргии разные. По словам консьержки, которая работает здесь сутки через двое, находиться в маленькой комнате просто опасно для жизни. Оскорблениями осыпают не только выпившие постояльцы, но и так называемые девушки легкого поведения. Положено спросить: девочки, вы куда? Ну, естественно, ответ: а тебе надо? Куда хотим, туда идем. Чтобы стать владельцем своего угла, многие взяли ипотеку. Кто-то очень долго копил сбережения. Но ежедневно меняющимся съемщикам нет дела до чужого имущества. Практически в полный износ пришел даже новый лифт. Срок эксплуатации лифта 25 лет. Но за те неполные 2 года, что здесь находится гостиница, кабина пришла в негодность. По данным консьержки, случаи поломок происходят здесь по нескольку раз на дню. Жильцы многократно просили заблокировать кнопку 3-го этажа, но, как мы видим, она по-прежнему работает. Под отель отдано сразу 10 квартир на 3-м этаже. Попасть в скандальную гостиницу нашей съемочной группе удалось только через лифт. Администратора за стойкой не было, но в холле стоял неизвестный мужчина, который потребовал выключить камеру. А почему вы отказываетесь? Вот так, отключите камеру и все. Почти сразу возле стойки появился адвокат гостиницы. По его словам, пока не будет официального решения суда, ни о каком нарушении прав жильцов не может идти речи. Где заключение участкового? Где нарушение прав? Где факты вызова полиции? Официальных частных гостиниц в жилых домах Якутска всего около десятка. По требованиям они должны иметь отдельный вход от подъезда. В случае на Петра Алексеева жильцы намерены идти до конца и готовы выйти даже на федеральный уровень. Анна Левинская, Иларион Федоров, Вести, Якутск.